وعطيوني مزهرية قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين. ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة، وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب، وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني. إني اخترتك يا وطني حبا وطواعية، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني. لا دمت ستذكرني يا وطني الرائع، يا وطني يا وطني الرائع، يا وطني يا وطني الرائع، يا وطني يا وطني الرائع، يا وطني. وإن بان بعيني الأسد، وإن صارت صبحاتي مسد، دائم الخضرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسد، دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صبحاتي مسد. جئت في زمن الجزر، جئت في عز التعب، جئت في زمن الجزر، جئت في عز التعب. هشاش عنف وغضب 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 وغضب. Кто он? Это человек. Для нас он иностранец. Человек и иностранец с большой буквы. Это человек-созидатель. Человек-посланник. Посланник добра. Посланник любви. Посланник мира и дружбы. Вот уже более 30 лет он живет в России, и каждый свой день он создает мир. Каждый день своей жизни посвящает укреплению дружбы между народами и странами через душу, через искусство, с верой и высшим благим намерением. Жить в свободном добром мире, жить в мире без войны. Президент региональной общественной организации Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, председатель Чувашского отделения Международной общественной организации Императорское православное палестинское общество, организатор и идейный вдохновитель международной художественной выставки «Палестина глазами российских и зарубежных художников», которая проходит во многих городах Российской Федерации, и открытие 34-й международной художественной выставки в сюжетах зарубежных и российских художников «Душа Палестины» проходит сегодня здесь, в рамках Дня палестинской и арабской культуры. Доктор права Аль-Балуи Басам Фатхи.
Добрый день, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва ахлан ва сахлан бикум. Добро пожаловать вам всем. Сегодня это событие, возможно, можно называть историческим. Потом почему историческое? Потому что это впервые день культуры палестинской и арабской культуры отмечается вместе. У нас были дни культуры Палестины только, а теперь и Палестина, и арабская культура. Очень я рад вас всех сюда приветствовать. Палестина живет в сердце каждого россиянина, каждого человека, даже я бы сказал, который родился на земле, хоть он мусульманин, хоть он христианин. Для христиан это самое главное место паломничества, там, где родился самые честные, самые добрые, самые прекрасные, самый такой человечный человек Иисус Христос. А для мусульманов это первая кибла. Первая кибла о многом говорит. Они все направлялись туда, чтобы молиться. Я бы даже больше сказал, что она важна очень и даже для неверующих. Потому что это святая земля, в которой всегда на протяжении истории все народы тянулись к ней. И поэтому не случайно, что, к великому сожалению, на ее земле уже много тысяч лет неспокойно. Не 100 лет, а много тысяч лет. От одной оккупации к другой, к третьей, иногда и по 300, по 400 лет. Но последняя оккупация стала самая страшная. Началась 15 мая 1948 года, где выдергивали народ полностью из корня и выкидывали за пределы своей страны. И в результате за пределы Палестины 13 миллионов почти беженцев, а внутри Палестины 7. И они беженцы у себя на родину. И перед вами человек стоит, который не может увидеть свою матерь уже 24-й год. Не может с ней встречаться, не может посетить родину, которая находится в блокаде, в секторе Газа. Но это ничего не может изменить, потому что я люблю свою матерь и хочу увидеть свою родину. И мой народ всегда стремился к справедливости. Единственное желание моего народа — жить у себя на родине в мире и в счастье, больше ничего. У себя на родине, как вы здесь живете у себя на родине. И никогда зло не сможет победить добро. Сегодня, для того, чтобы ознакомиться с культурой Палестины и арабского мира, если не будете знать историю любого народа, который хотите знакомиться с его культурой, вы не поймете до конца его культуры, не сможете углубляться в его культуру. Вот я поправляю ведущие, я в Чувашии 30 лет, а в России 39 лет. Сейчас 40-й год пошел. И для того, чтобы мне знать Россию, культуру России, культуру народов России, мне потребовалось в первую очередь изучать историю России. Это история, которая народов, великих народов, которые смогли объединиться, победить во всех войнах, во всех агрессиях, нападениях, которые пытались ставить этих великих народов на колени. Вот что значит единство. Хочу вам сегодня пожелать ознакомиться с арабской культурой Палестины и с арабской культурой, посмотреть мастер-класса блюда хумус, который ей более 7500 лет в Палестине она готовится. Это неудивительно, что такое блюдо есть, и благодаря ее много веков, много тысяч лет народ сохранился. Оно практически заменяет мясо, но очень такое блюдо, которое знает уже во всем мире, и в России в том числе. Познакомьтесь с палестинским чаем, как палестинцы делают чай. Попробуйте и арабские финики, и арабские восточные сладости, и много чего. Поэтому для того, чтобы сейчас вас ознакомить, в первую очередь хочу сказать, что эти художники, часть из них оказались здесь, сзади, так что нас извините, будете нас извинять, потому что структура немножко оказалась меньше. Наши художники числятся почти 300 художников из России,
и других стран. В основном у нас русские художники, они люди очень светлые, очень добрые, они пишут шедевры. Они очень знаменитые, среди них вы увидите и московские художники, и скульпторы. Вот здесь масло Валентина Ивановна, вот она там стоит. Прекрасный художник, вот Ильин Александр Владимирович Нагорнов, профессор Данилов Анатолий Васильевич, ну и многие другие со всех городов России. Так что вы увидите их работы и ознакомитесь с ними. Сзади вас там, я могу потихоньку подойти туда, вот здесь и палестинский флаг, российский флаг, палестинская национальная одежда, вышивка в Палестине уже много-много тысяч лет. И так у нас женщины обычно одеваются. Вышивка, конечно, очень... Всегда я даже видел, когда мама, бабушка, это они делали, это о многом говорит. Каждый символ, символика здесь что-то означает. Это не просто вот взяли что-то вот делали. Вот и здесь... Это специально из Палестины привезли. Карта Палестины внутри, как вы видите. И здесь из редкий камень садов сделана эта работа. Это глина. Это очень известная история. Мухаммад Дорра. Его папа обещал ему купить велосипед, если он в 5 классе закончит с отличием. И он закончил, и они пошли купить велосипед. И, к сожалению, оккупационные солдаты стреляли. Он с отцом прятались за мусорный контейнер. 40 минут французское телевидение снимало, как в них стреляют. И отец кричит, показывает рукой: здесь ребенок, что вы делаете? И пока они не застрелили ребенка в сердце, не прекратили стрельбу. Мухаммад Ад-Дорра стал символом мучеником палестинских детей в Палестине. Его имя теперь носит улицы, его имя знают все в мире. И не только в Палестине, но в всем мире уже почитают память его. Это работа палестинских авторов из глины. Здесь, как видите, купла мечеть Аль-Акса. Мечеть Аль-Акса вообще-то это не здесь, это рядом. Это купла, где... Да, это где камень, на котором Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прилетел в Иерусалиме, Исра валь-Ми'радж. Вот здесь из Корана тоже надписи, все на арабском языке. Я думаю, братья мусульмане, татары очень хорошо Коран знают, читают его и наизусть на арабском языке. Ну, здесь императорское православное палестинское общество, ее отделение в Чувашии, этой организации 140 лет. Ее возглавляет на сегодняшний день по всей России Степашин Сергей Вадимович. И мы недавно с его подачи открыли филиал. Ну, послушайте, как филиал открыт. Палестинский народ любит всякие куклы. Да, меня было неожиданно, когда избили Кровоград. Очень интересная Елена Кадеева, художник. Вот такая вышивка сделала палестинская и участвовала у нас в Димитровграде в прошлом году 6 января, в этом году, получается, 6 января, день Рождества. Это великий друг палестинского народа Кураков Лев Пантелеймонович, который создал Ассамблею народов Чувашия, и который создал Дома дружбы народов. Мы его уважаем, ценим, и поэтому он всегда будет жить в наших сердцах. Вот мужская одежда перед вами, как мужчины иногда одеваются в нашей Палестине. По сей день так одеваются. То есть есть такие места, где они так одеваются. Мы можем дальше пройтись, где у меня ведущий прячется. Я думаю, что мы сегодня не будем делиться на группы. Мы пойдем с вами одной группой и
ведет наша ведущая Анечка. Вот здесь картина. Великий палестинский художник Имад Абу-Штайя написал «Палестинская девушка, национальная палестинская одежда». Посмотрите, какие расцветки. Какие расцветки. Сзади нее Иерусалим, мечеть Ал-Акса. Здесь эта картина написала знаменитый художник из Марийской республики Поспехова Марина Александровна. Она причем соединила и Чувашские, церковь Татьяна, и самолет, и вот голубь, который несет Алексей II Патриаршая площадь в Ишкарале. Она сказала, что в этом месте мы познакомились, а поэтому она решила вот таким образом эту картину написать. Великий палестинский художник Сулейман Мансур, палестинские женщины, которые всегда трудятся, собирали урожай апельсиновый. Вот видите маленькие картинки вокруг. Смотрите, какая национальная одежда, какие лица у них. А вот здесь мечта возвращаться домой, молитва о Палестине. Написал Раис Катнани эту картину, один беженец палестинец. Вот ключ – это символ палестинцев возвращения домой. Когда в 1948 году 15 мая изгнали палестинцев, сказали, вы на 3-4 дня уйдете сейчас, берите с собой ключи и так далее. Потом закончатся эти войны и вернетесь назад. И вот с 15 мая 1948 году они ждут возвращения домой. 75 лет. Кому было 1 год, сегодня ему 75. Вот моя мама была 14 лет, она 80 с чем-то лет. И до сих пор ей не разрешают возвращаться домой. Вот она, в чем заключается судьба палестинского народа. Здесь автор чувашская девушка, очень интересная, Шурнина, с Новочебоксарск, город Новочебоксарск. Сама написала эту картину, она сама восхищается палестинское платье с вышивкой. Она очень активная у нас из первых художников, которые даже посетили Иерусалим, и там она там еще написала картину. Вот здесь начну слева. Картина Имад Абу-Штайя, мечта о свободе. И вниз, сверху, как видите, символ свобода всех людей земного шара, Че Гевара и Виктория, победа над ней. Маленький ребенок смотрит на голубь, призывает его. И вот карта Палестина, треугольник сверху. Это гениальный палестинский художник Имад Абу-Штайя, знаменитый на весь мир. Его картины продаются в разных странах мира. Здесь 2 картины о палестинской мать. Писал их Исмаил Шаммут, уже покойный великий художник, председатель Союза художников Палестины. Много лет назад, к сожалению, его не стало. А это работа Агунит Тамамян из Татарстана. Она написала, создатель Организации освобождения Палестина, Фатхи Ал-Малави, который тоже живет и записала перед ним мечеть Ал-Акса. Вот. Дальше, значит, мы смотрим Ширин Абу-Акле. Ширин Абу-Акле – знаменитая журналистка на весь мир. 11 мая она вышла на работу, израильские снайперы взяли и застреляли ей в голову. Ширин Абу-Акле имеет 2 гражданства, и Палестина, и Америка. Несмотря ни на что, если Израиль совершает преступления, то запрещено расследовать ее. Они стоят выше закона, выше международное право, и поэтому даже Америка простила и об этом забыла. Они себя называют избранным Богом, хотя Бог сказал, что все для меня как основатель, может, все равны, как расческа равны. Нет у меня это лучше, это хуже. Все они раби мои, я их создал, чтобы они жили в мире, в дружбе. Вот, и, к сожалению, с 11 мая по сегодняшнему дню ее запрещают расследовать. И вы все, наверное, увидели в телеканалах, как нападали на нее похороны, как они били, кто носил ее гроб. Это было чудовищное преступление в этом году.
Дальше. Ну вот, ведущая Анна Геннадьевна написала стихи про Ширин Абу Акли, когда она увидела все, что произошло еще в мае, 11 мая. Стихотворение мое называется «Икона палестинского народа». Она – икона палестинского народа. Она – икона палестинских новостей. О правде страшной у палестинцев дома. В своей стране уже так много дней они живут под гнетом оккупантов. Она под бомбами оповещает всем, чтоб мир услышал только истинную правду о том, кто убивает их реальность информационных тем. Жилетка пресс, на голове защитный шлем. Идет туда, где убивают земляков, где льется кровь, весь мир же знает кем. Из года в год, день ото дня и вновь. Ее душа пришла на землю защитить, чтоб подарить бескрайнюю любовь народу своему. 11 мая, РИП. Прости, Ширин, не уберег. Покойся с миром, Палестины, дочь. Ты много сделала, чтоб победить. Твой путь продолжим мы твой народ. И ты жива для нас в наших сердцах. Ты завещала нам в свободе, мире жить. Дальше, дорогие друзья, продолжаем здесь. Сулейман Мансур показывает роль женщины-мать. Через ее матку проходит вся человечество, весь палестинский народ. Какая бы ни была профессия, все короли, все президенты, все вожди, все простые люди проходят через ее матку. Здесь Сулейман Мансур, это выдающийся художник Палестины и мира, палестинскую свадьбу, палестинская национальная одежда показывает. Раид Катнани, писарь палестинского старика, и на его лицо вся история Палестины, история страдания своего народа. А вот эта картина из книги «Любовь и хлеб», о котором я сейчас вам расскажу. Все, кто прочитали эту книгу, сказали, что она изменила их жизнь. Я думаю, будет возможность, потому что она с сегодняшнего дня будет подарена ДК ровесника, будет всем возможность прочитать и ознакомиться с этой книгой. Здесь Халид Иса написал картину «Судьба любого палестинца». И мечта любая женщина, любая девушка спать спокойно у себя на кровати, но никак не на улице, никак после как разрушили ее дом, и видит только ужасы во сне. И это не ужас, она видела их в ясности, и теперь во сне только это и видит. Здесь картина великого палестинского художника Файза Аль-Хасани, представителя художников в секторе Газа, возвращение домой свободно в Иерусалиме. Он так видит, когда будет возвращение. Здесь Кучергина Ирина написала картину «Мирный день в Палестине». Кучергина Ирина, она живет в Комсомольск-на-Амуре. Туда и обратно, отсюда 25 тысяч километров. И она является участником всех наших выставок. Здесь картина написал Павлов Александр Вячеславович, знаменитый чувашский художник. Это Ширин Абу Акли. И в ответ он написал: вы никогда не сможете заглушить правду, не сможете заглушить наши голос. Здесь из стекла работа. Это работа Ирина Наумова, единственный специалист в Чувашии по этому виду искусства. Про книги «Любовь и хлеб» могу сказать, у нас у всех понятия ясные. Любовь – это жизнь, и хлеб – это жизнь. Без любви жизни нет, и без хлеба
то же самое. Очень много народу на Ближнем Востоке и в мире, 90% их еда один хлеб. Вы понимаете? Поэтому эта книга основана на реальных событиях. Этот роман писала Асия, девушка, которой было 4 года, когда разогнали ее из дома в 1948 году. Когда оккупировали Палестину вместе с семьей, она все рассказывает, что с ними произошло, когда они были маленькими детьми, и как выросли, и как состоялись в жизни, ее мировоззрение о жизни. Книга очень известна, ей больше 40 лет, но она переведена была больше года назад, была напечатана типография Кабинета министров Марийской Республики. Нельзя еще посмотрите здесь. На земле, на святой земле Палестины бросается столько бомб, столько гранатов, чтобы хватит, чтобы посадить в каждом куске Палестины дерево, оливковое дерево, посадить рассадки. И очень палестинские женщины, палестинский народ использует эти остатки от бомбы для того, чтобы выращивать добро, чтобы показать их стремление к миру. Вот последний ужин в Палестине. Обычно в Палестине всегда кушали с одной блюдца. Одна блюдца. И сидели все вместе. Обычно сидели на пол даже, то есть эти стулья и так далее. И кушали руками, кстати, то есть используя хлеб. Раньше особо ложки, вилки не было. И даже врачи говорят, что микробы, которые на наших руках, они с нами живут. Мы привыкли к ним, они с нами спят. А если микробы есть на вилке, ложке, мы их не знаем, они чужие, они могут навредить. А эти нам не вредят. Вот. Здесь у нас Рождество написала художник из Кострома. Очень интересный художник. Она с нами, Вера Белых, она с нами с января этого года работает. Ну, это старая фотография с великим вождем палестинского народа. В 1991 году в Тунисе у него резиденция. Здесь работа из бронзы сделан председатель Союза художников Россия, Чувашское отделение, Нагорнов Владимир Порфирьевич. Вот здесь полностью характеристика этой работы. Эта работа сейчас состоит на выставке в Пензенской области. Выставка Иерусалим глазами российских и иерусалимских палестинских художников. Наш флаг никогда не опустим. Это работа Имад Абуштайя. Чем можем, будем бороться, отстоять свои культуры, свои права на жизнь, свои права на свою культуру, на свою историю. Эта картина «Любовь и хлеб». И она как раз на афише книги «Любовь и хлеб». Работа Имад Абуштайя. Каждый палестинец несет свою родину с собой. Куда бы ни шел, он несет свою родину с собой. И она с ним, любая страна в любом месте находится. Папа, я твоя опора. Девочка в шоке. Папа, который должен нести ей игрушки, должен нести подарки, конфеты, шоколадки, теперь сам нуждается в помощи. Это отношение между девочкой и отцом. Это судьба палестинского народа. Знакомая она вам в Донбассе, где детски бросают, но там часто ноги теряют. А здесь уже стараются ампутировать сразу всех ног у палестинцев, чтобы народа превратить в инвалидов. Написала эту картину Албалави Марина Васильевна. Она кандидат юридических наук, но любит рисовать. Она недавно даже прошла курсы в педагогический университет и стала художником. Она моя супруга. Здесь иконная свобода. Иконная свобода Ширин Абу Акла. Написала ее Надежда Викторова из славный город, соседний город Ишкар-Ола. Очень талантливый художник, психолог, замечательный человек, педагог. Здесь Татарстан, Гульсум Хазиева,
написала очень символичная картина и говорит: в раю пойдешь, Ширина Вакла написала, она на арабском языке, и Ширина Вакла идет в раю. Очень много я хочу поблагодарить наших братьев татаров, которые принимают очень активное участие в писании картины о Палестине. Нам очень приятно, что их представители сегодня, здесь главные представители, находятся здесь с нами сейчас в этой минуте. Это работа художника из Пензенской области. Это Валентина Вилкова. Целая семья у нас пишут картины. Отец Андрей Вилков, мать Елена Вилкова и дочка Валентина. Они принимали уже участие в разных наших выставках, в том числе в 4 зарубежных выставках. Последняя была недавно, 18 числа, в Вифлееме. До этого было в Ерехоне. И причем в Вифлееме было в культурном центре России. Вот. Вифлеем – это, как вы знаете, святой город. Здесь картина с нашего выдающегося художника Марийской республики Ивана Бердов. «Палестина, мать земли». И он показывает на лицо мученика, палестинская женщина, все на ее лицо, это трагедия. Здесь он на дерево, на оливковое дерево, которое более 5000 лет, показывает великих палестинских людей. Из них мой Сисо, поэт, друг, великий друг России и Советского Союза и других разных. Площадь, мечта о мире и свободе. Здесь мало кто, наверное, из вас знает, кто эта женщина. Это женщина Клавдия Васильева, или по-арабски Кульсум Ода. Это женщина, которая связывала Палестину с Россией. Она родилась в 1800, не помню какого года, но эта женщина похоронена в Москве. И она переводила очень много работ русских поэтов, писателей с русского на арабском языке. Она знакомила палестинского народа с его с культурой России. Она сближала наших народов. И поэтому об этом, когда узнала художник из Татарстана, Агуник Тамамьян, она взяла и ее написала. Это Назарет. Она родилась в Назарет. Назарет – это город Мария, мать Иисуса. Вот сзади Назарет, спереди вот наша Кульсум Ода, вот, или Клавдия. Ну, теперь здесь у нас картины, тоже я хочу о них рассказать. У нас есть здесь прекрасный профессор Валентина Маслова. Она много пишет по Палестине картин. Ее картины, они будут небольшого размера, но очень большого значимости. Она сама и психолог, и даже лечит через картины, через терапию, как она называется? Арт-терапия. Арт-терапия. Она добрейший души человек. Ее картины принимают участие в наших выставках. Сегодня 34-я внутри России выставка, а так у нас параллельно идут сейчас 10 выставок одновременно открытия по всей территории России. Так что можете потом поближе знакомиться с этими картинами. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbana atina fid dünya hasenetu ve fil ahireti hasenetu ve qina azabban nar. Rabbana afir li vali validiyya ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Хамид Аллах Акбар. Спасибо огромное. Алейкум ассалам. Солнце светит на нашей планете, мы все ведь дети родной земли. Палестина, эти картины поют о тебе и о любви. Священна земля, прекрасны сады. Под этим солнцем будешь свободна ты. Под этим небом будешь счастливой ты. Сейчас на сцену хочу пригласить светлого, чувственного, солнечного человека, которого мы очень любим, Балыбердину Светлану Александровну, и посланника мира, добра и любви Аль-Балуи Басам Фатхи. Дорогие друзья, уважаемый доктор Басам, вы знаете, сегодня мы здесь с вами находимся в такой доброй, теплой, семейной обстановке. Разные народы. Но заметьте, насколько нам приятно быть друг с другом. Как сегодня проходит тепло и торжественно по-своему наша встреча. Доктор Басам, спасибо огромное вам, вашей команде за подаренный сегодняшний день. И разрешите вручить благодарственное письмо главы администрации города Чебоксары, уважаемому доктору Басам. Выражаем вам искреннюю признательность за много... Так, ну вот очки, да. Убежден, что ваша плодотворная деятельность будет способствовать укреплению гражданского мира и общественного согласия, гармонизации межконфессиональных отношений. Ваш высокий профессионализм, активное участие в жизни города формируют бережное отношение к самобытным традициям. Примите искренние пожелания здоровья, счастья, успехов в достижении намеченных целей. Денис Владимирович Спирин, спасибо вам огромное. Мы очень рады знакомству и надеемся на долгие годы совместного сотрудничества. Дорогие друзья, я очень благодарен тому, что и глава администрации города Чебоксары помогает нам делать мир лучше, способствует таким образом, чтобы миссия самого светлого, самого доброго, самого прекрасного палестинца в истории человечества Иисус Христос, миссия мира, любви, радости продолжается на земле. У палестинцев другая миссия нет. Только распространить мир, любви, укреплять дружбе, независимо от того, настолько им больно. Но они живут по принципу, если тебе очень больно, обидно, и очень горько, обидно и больно, это не повод кому-то сделать больно или кого-то обидеть. Поэтому мы будем продолжать, независимо ни от чего, поддержать мир на основе справедливости,
И для нас никогда не было и не будет, и не бывает чужая беда. Любая беда заденет в сердцах всего палестинского народа. Мы хотим, чтобы во всем мире был мир. Мы хотим, чтобы ни одна мать не плакала по своему ребенку. Ни один ребенок не потерял ни мать, ни отца. И ни один человек не чувствовал себя угнетенным. Нам нужно всегда бороться за мир, бороться за справедливость и быть едины вместе, чтобы никогда не показалось кому-то, что можно заставить нас подчиняться злу. Зло должен проиграть перед добром. Другого быть и не может. Бог есть справедливость, и Бог любит справедливость. И мы также верим в Бога, и хотим, чтобы справедливость распространилась повсюду. Большое вам спасибо. जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरे दूर जुदाइयां थी, तेरू खबर की बेहूबी, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। गलियां बनाइयां थी, हर बात की बेहूबी, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। ओ हो हो ओ हो ओ हो के इश्क तेरा तड़पावे, ओ हो के इश्क तेरा तड़पावे, ओ हो के इश्क तेरा तड़पावे, ओ हो के इश्क तेरा तड़पावे। Для завершающего мероприятия слова и для вручения благодарности и дипломов
доктора права Аль-Балауи Бассам Фатхи. Дорогие друзья, я вам всем благодарен за то, что вы сегодня с нами. Особая благодарность хочу выразить директору ДК «Ровесника» Светлана Александровна и коллективу, который работает как белка в колесе, как в пчеле, все делает красиво и все дружелюбно для того, чтобы такие вечера укрепляли дружбы на долгие годы. И именно такие вечера играют огромную роль, чтобы мы знали друг друга. Палестина вкратце это вот старик, дед несет свою родину с собой в изгнание, куда бы ни шел. И когда подходит его конец, он поручает своему ребенку или внуку дальше носить. Вы живете у себя здесь на родину, а палестинцы родина в них живет, потому что они не могут жить у себя. Очень вам благодарен за все. Прекрасный вечер дружбы. Думаю, не будет последним.
потому что нам завтра в этом мире жить. И чем крепче мы дружим и едины, тем лучше этот мир станет завтра. Мы одна семья на этой планете! Давайте соединим наши руки и сделаем большой круг дружбы. Для того, чтобы мир, дружба, любовь, согласие между людьми, принятие и взаимопонимание распространились на земле. Создадим единую, мощную, созидательную энергию и запустим ее в мир. Приглашаем всех на сцену для круга дружбы под песню «Жить». Ребенка, которому 5 лет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить. Как научиться в мире жить? уметь любить, уметь прощать И до конца себя отдать. и до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить с людьми родными рядом быть, Вместе мечтать, вместе любить и каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди? надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить.
счастье по небу кружить. И вновь поднимется заря, заря поднимется земля, заря поднимется земля. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить? Объятиях утренней зари, просто любить, просто мечтать, сердцем своим этот мир согревать. Я помню себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо: учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, дипломом ГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лица. Уныние ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками, меняй свою жизнь вместе с нами. Жить, жить, жить. Нам с тобой. Как научиться просто жить. Нам с тобой. Не воевать, не убивать, а человеком просто стать, а человеком просто стать. Просто жить.